Ал Челықтың басы қасында жүріп істі соңына дейін жеткізбесе де, біраз құпия мәліметтерден хабардар болған құқық қорғаушы Серік Сәрсенов алғаш рет Информбюро студиясында қонақта. Қайырлы кеш, Серік мырза, қош келіпсіз. Енді кеше сот үкімін тыңдауға неге келмедіңіз? На приговоре это формальная сторона. От того, что буду я присутствовать, не буду присутствовать на приговоре, ничего это не меняет. Вот. Это что, там своими ушами слышишь? Ну, я по телевизору все это увидел и услышал. Еще в ходе судебного следствия Челаху, мне, как его защитнику, стало предельно ясно, что ожидать справедливого приговора не приходится. И при таких обстоятельствах, вот мы оба пришли к такому мнению, о том, что выступать в прениях нецелесообразно. Нецелесообразно. Почему? Потому что все равно, какие бы доводы мы ни приводили в прениях, о невиновности, о недоказанности, о обеспечении полноты, всесторонности, там, исследования обстоятельств дела, суд ничего этого не примет, потому что сам ход, еще раз повторяю, следствие показало это. И поэтому смысла не было выступать и давать возможность, это еще из тактических соображений, не давать возможность суду, если мы приведем доводы, там они мозговой штаб соберут и будут думать, каким образом в приговоре опровергнуть эти доводы. Шашыңызды біраз ағартқан, тіпті денсаулығыңызға кері әсерін тигізген атышулы процесс аяқталды. Судьяның үкіммен келіспейтін тұстарыңыз бар ма? Есть, конечно. Я, знаете, что хочу сказать. Вот если оценивать этот приговор безотносительно доводов, которые привел суд в приговоре, я сейчас могу заявить официально о том, что, по моему мнению, подчеркиваю, по моему мнению, этот приговор заведомо неправосудный. 15 адамның өліміне кінәлі ол ма, ол емес пе? Болмаса кім? Виновен или не виновен, это устанавливает суд. Это не Сарсенов, не защитник должен устанавливать. Пускай они. Я утверждал и утверждаю, что доказательств бесспорных, юридически безупречных виновности Челах не имеется. Ал енді алдағы уақыттағы әрекеттеріңіз, Светлана Ващенконың әрекеті қандай болмақ? До суда еще, до суда. Я ей сказал, матери. И Челаху сказал. Прямо сказал. Мать расплакалась, когда я ей это сказал. Я говорю, вы не рассчитывайте. У них такие иллюзии были еще. Дед там ее много говорил, она говорила. У них иллюзии были по поводу правды, правосудия нашего. Я-то это все прошел, я-то знаю, они впервые столкнулись. Я им сказал, вы выкиньте все это, ничего не будет. Его приговорят к высшей мере в настоящее время, это пожизненному заключению. Вы будьте к этому готовы, я так и сказал. Свою цель в этом процессе я видел в том, чтобы показать юридическую несостоятельность этого обвинения. Жақсы рахмет, студиямызға келіп, уақытыңызды бөлгеніңізге. Жақсы күндерде жолығайық.